Специалисты, отвечающие за качество и безопасность продуктов, рассказали, какие товары опаснее всего покупать на улице, особенно летом. Прежде всего, это молочная продукция, достаточно быстро портящийся на солнце и вне холодильника продукт. Специалисты призывают быть осторожнее при покупке ягод и фруктов. Продают их прямо из машин, поэтому покупатель вряд ли узнает, откуда прибыл товар. Наша съемочная группа участвовала в рейде по несанкционированным местам торговли совместно с сотрудниками разных ведомств. Материал Дилии Махмутовой. В такую жару опасно покупать из рук молочку, где попало. Есть риск приобрести прокисшее молоко или испорченную сметану, да еще и втридорога. Купила молоко, принесла домой, сказали свежее, а там синее-синее и быстро прокисло. И сметану как-то купила, хвастается, что все хорошее, все вкусное, все качественное. Приходишь домой, впереди-то вот наверху-то хорошее, а там уже все кислое. Ну зачем? По 300 рублей сдирают. Это же обман. А то еще хуже отравиться или заболеть. К примеру, острой кишечной инфекцией или даже бруцеллезом. Первая проба у нас отрицательная. Вот это молоко бруцеллезное. Все мы знаем актрису Екатерину Савинову, которая любила молоко, и во время съемок ее угощали парным молоком, и она в итоге заболела бруцеллезом. У нее поразилась центральная нервная система и головной мозг, и она скончалась. Поэтому нельзя покупать в несанкционированных местах без документов. Вы в курсе, что такое молоко должно проходить определенную стадию проверки ветеринарной службой? Правильно? А у вас проведено? Да? Нет, не проведено. А почему не проведено? Вне зависимости от того, кто продает, будь то фермер или бабушка, при себе они должны иметь ветеринарную справку и хранить молочную продукцию в холодильнике. Те же правила применяются и к мясу. Среди мышечных волокон живут вот эти паразиты, которые называются саркоцисты. В организм попадает, никто об этом не понимает, ничего, но говорят, вот у меня суставы, у меня мышцы болят, да? То есть вот этот процесс жизнедеятельности паразита, он вызывает вот эти токсические вещества. Сейчас на улицах можно увидеть лотки с огромными ягодами, но качественная клубника зачастую мелкая. Когда большие размеры, это говорит о том, что оно выращено с какими-либо удобрениями, да? Вот они, да, нитратами, агрохимикатами. Стоит обратить внимание на маркировку. На ней должны быть указаны наименование, адрес изготовителя, время и место сбора, условия хранения и срок годности. На них должны быть предоставлены документы, декларация о соответствии, либо санитарно-ветеринарные справки. Покупатель вправе потребовать эти документы. Кроме того, каждый, кто имеет контакт с пищевой продукцией, обязан иметь при себе медкнижку. Откуда ягода у вас? Краснодар. А вот есть соответствующие документы краснодарские? Нет, я просто стою, смотрю. Тот же продавец на следующий день. Сейчас тоже я просто так сижу. Никто не проверяет документы, не спрашивает. Или сам продукт вредный или опасный. Мало ли в чем его везли и так далее. То есть вы же это едите. Торговцев, нагло игнорирующих закон, хватает. Не хотят платить ни за аренду, ни налоги. Их не пугают и штрафы. Там же налоги плюс аренда. То есть там ничего, там минуса идешь. Ну вы же нарушаете закон? Нарушаю, значит. Лучше штрафы платить, чем 50 тысяч налогов. То есть штрафы вы ведь не получите? Ну и штрафы, и все. Ну какая разница? И то, и то. Есть статья. 6.12 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Размещение временных объектов на территории общего пользования. Вот они вот этот закон как раз и нарушают. Составляется протокол. Торговля прекращается, но на время. Как уезжают инспекторы, женщина тут как тут. На улицах что только не продают. Яйца, рыбу, грибы. И за каждым частным продавцом уследить невозможно. Конечно, тяжело найти того, кто продал. Потому ответственность на самом покупателе. Если дорого здоровье, лучше не покупать где попало и проверить товар 7 раз, прежде чем поставить на стол. Дилия Махмутова, Гузель Сиддикова, Виктор Миренков. Новости Уфа.